спілкувалися, коли був підірваний Кримський міст. І після вчорашніх заяв, позавчорашніх заяв і сьогоднішніх заяв політичних діячів Російської Федерації, значить, точка зору з того, що можливо до цього причетні спецслужби Російської Федерації, вона зараз більше має шанс. Тому що коли от зараз я, Аслан, тобі зачитаю людей, які підштовхували Путіна до цього, тобто ми з Асланом, коли розмовляли, кажу, реакцію Кадирова, реакцію Стрелкова, реакцію у цього ЧВК Вагнера і таке інше, їхніх пропагандистів, і хто вимагав більш жорстко діяти по ситуації з Україною. Ось реакція Стрелкова Ігоря Івановича, який зараз почав хвалити Путіна, раніше він його дуже часто критикував. Так, Аслан у нас завис. Алло. Да, я тебя слышу, хорошо слышу, но не знаю, почему завис. Да, почему-то завис. И я еще хочу обратить внимание, что... О, сейчас нормально, мы тебя видим, ты с нами. Хотел обратить внимание, кто нас смотрит из-за рубежа, возможно, да, или из других стран. Значит, возможно, у нас веерные отключения электроэнергии, и, возможно, будет пропадать интернет или свет, понимаете? Потому что вот у нас по инфраструктуре в Днепре удары по всему Киеву, но сейчас будем обсуждать, да? Реакция на вчерашние обстрелы политиков и пропагандистов Российской Федерации. Стрелков. Многочисленные удары по критической инфраструктуре так называемой Украине обязательно дадут эффект и отразятся на состоянии Укрфронта в ССУ в целом. Но эффект будет отнюдь не мгновенный и начнет сказываться не ранее, чем через несколько недель. То есть это надо делать планомерно в течение не разовой акции, сегодня был второй день, да, а в течение нескольких недель, чтобы переломить ситуацию на фронтах. Маргарита Симоньян, знаете, да, все Маргарита Симоньян пишет. Украина посчитала, что сегодня во время нашей самой масштабной с февраля атаки, разрушительной атаки по аж 70 целям погибло 12 человек. При этом не все из них случайные жертвы, как минимум мы знаем о вряд ли случайном уничтожении начальника киберполиции, ответственного за расправы над теми, кто сотрудничал с нашими. Еще раз, 12 человек во время второй за 8 месяцев самой масштабной атаки. Вы, твари, сколько укатываете каждый день, даже не пытаясь разрушить критическую инфраструктуру, а целясь конкретно в большое скопление мирных граждан. Нас не считали. Почему? Теперь, ну, типа, получите. Симонян дальше пишет, уже второй пост. Нет, не мы это начали, эти твари это делали 8 лет. Все это началось, когда начали бомбить, собственно, на тот момент население самолетов, собственных детей на детском пляже, вот тогда это началось. И сейчас мы делаем только одно, мы делаем так, чтобы с минимальным, насколько это возможно, жертвами лишить их права, возможности, радости и удовольствия, вот так измываться над простыми жителями. Это была Симонян. Кадыров сегодня написал. Вчера, кстати, я смотрел его реакцию. Вчера почему-то не было. Вот сегодняшняя реакция. Нет, это вчерашняя, 10 числа, сегодня 11. За 10 число Кадыров в своем телеграм-канале написал. Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. А как ты, лох, Зеленский, думал? Тебе можно, а другим нельзя. То есть 8 лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты. Было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя. Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и начинала, так что хватит жаловаться как дешевка. А лучше пока не прилетело, беги, беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада. Вот теперь я на все 100% доволен проведением специальной военной операции. Вот такие несколько всего реакций, Аслан, да, потому что ну, все остальные пропагандисты, политики в том же духе, приблизительно в том же духе. Вот исходя из этого, как ты считаешь, поменялась твоя, например, точка зрения в тот первый день, когда был подорван мост, например, в процентном отношении, кто это сделал, и в связи с последними событиями, с реакцией на вот это все, да, ведущих политиков и пропагандистов Российской Федерации,
Могли бы ли спецслужбы Российской Федерации это провернуть или использовать это в своих собственных целях? Да, Сергей, спасибо за то, что пригласил. Во-первых, приветствую еще раз твоих зрителей и приветствую своих зрителей, которых сейчас подключаются. Напоминаю, что стрим идет на 2 каналах одновременно, на канале Сергея, Киевская Русь, и на моем канале, канал Reality, RCI. Сергей, моя позиция в принципе не изменилась по поводу того, что произошло. Я до сих пор считаю, особенно после того, как наш генеральный штаб Сбройных сил Украины сказал, или представители, скажем так, Украины не взяли ответственность за это на себя, то, конечно же, я эту ответственность возлагаю на русских террористов, которые очень часто такими вещами промышляли. И рыльца в пушку, как говорится у таких товарищей. Единственное, что, может быть, мое мнение немножко изменилось, что взрыв мог быть произойти не на мосту, а под мостом, например. Да, потому что есть основания считать, что на асфальте нету царапин от обломков грузовика и так далее. Вроде асфальт просто обломался, пополам сложился, само вот это полотно дорожное, и царапин на асфальте нет. Та реакция, которую они сейчас проявляют, она очень как бы показывает нам, что они как бы дают нам понять, что это сделала сторона, украинская сторона, наша сторона это сделала, они дают нам понять. Но я им не верю, как говорится. Я считаю, что между бандами Путина и другими бандами, которые имеются в России, главной из которых является банда Патрушева, куда ходят и ФСБшники, и ГРУшники, что это может быть такой конфликт интересов, скажем так, в связи с тем, что в Украине военные не могут справиться. Как мы знаем, сейчас поменяли ответственного, главного террориста по Украине, который сейчас активно начал бомбить Украину. И мы видели по их высказываниям Кадырова и Пригожина, как они наезжали на генеральный штаб и на ГРУ России. Поэтому идет грызня. Было бы хорошо, конечно, если этот мост взорвали наши. Это показывало бы, что мы имеем такие возможности, что взорвать, дотянуться до моста. Но, в принципе, в этом уже никто и не сомневается, что и вооружение, и технологии, и возможности у Украины имеются. Поэтому, кто бы его ни взорвал, в любом случае это сделано хорошо. Как-то так, Сергей. Я считаю, что русские за этим стоят. Смотри, давай вернемся немножко назад, да, буквально неделю назад я постоянно стараюсь просматривать телеграм-каналы, разные телеграм-каналы, чтобы иметь какую-то общую картину, да, того, что происходит, и реакцию врага на то, что тоже происходит. Так вот, еще неделю назад Кадыров писал, в самом деле на своем телеграм-канале, это все осталось, это можно проверить, зайти вот буквально и почитать, это все в открытом доступе. Он очень критиковал Лапина за то, что Лапин оставил лиман, который они называют Красный лиман, и за отвод войск в том регионе. И насколько критиковал, что в отставку, он критиковал Герасимова, начальника генерального штаба, Шойгу он как-то промолчал. Вот, и все ждали ответку. Потому что критика была очень жесткой такой. Вот. И все ждали ответку, что же будет на второй день. В первый же день все генералы и вся высшая элита, военная элита имеется в виду, да, промолчала. Я обращаю внимание, промолчала, потому что, реально промолчала. А на второй день у Кадырова был день рождения. И его лично Путин наградил, поздравил и дал очередное звание генерал-полковника. То есть лично вручил генерал-полковника, он его поблагодарил и так далее. Тем самым показал,
свою лояльность ну, тому, что он сказал, и тем самым защитив его от критики, ну, критики с той стороны, кого он критиковал. Да. Извините за тавтологию. Единственный человек, который тогда поддержал Кадырова, все обратили на это внимание, это был начальник или главный ЧВК Вагнера, хозяин Пригожин. Вот Пригожин сказал, да, что вот молодец, вот правильно это самое, несмотря на то, что у меня немножко там помягче взгляды, но я поддерживаю, вот все правильно, я полностью поддерживаю. Он выразил всеобщую поддержку, он показал всему генералитету, всей верхушке там, Министерства обороны, ФСБ, Росгвардии, показал, что он на стороне Кадырова. То есть мы уже видим какой-то ну, отдельный, да, какой-то союз. Вот. И Федеральная служба безопасности, потом Росгвардия промолчали. Вот реально промолчали. Единственный, кто выступил на защиту Лапина, это был Стрелков, но он не имеет никакой политического веса сейчас, никакой политической должности. Граждане Российской Федерации, когда ссылаются на Стрелкова, говорят, а кто это такой? Это обычное гражданское лицо, которое, ну, никто и зовут его никак. Вот он защитил Лапина и в самом деле сказал, что с точки военной точки зрения он сделал все, что мог. Он вывел, кстати, группировку, потому что там группировка была около 2000, от 2 до 5000, и мы ожидали, что будет около 2000 пленных, может быть 1000. Этих пленных не оказалось. В принципе, Лапин, может, и сделал все, что мог сделать. Но мы просто обратили внимание, что именно перед взрывом на мосту явно образовались, по крайней мере, две группировки, две коалиции внутри ну, элиты московской, да. Одна, и обе коалиции, они не голуби мира, обе они ястребы, но одни ястребы с дубинкой, а другие вроде как с рогаткой. Побелили более там такие ястребы ястребиные, которые вот более за жесткие действия. Вот я вижу так ситуацию. Ну, Сергей, если ты закончил, да, я вот смотри, просто... как ситуация. И Пригожин, и Кадыров это являются людьми Путина. Они подчиняются напрямую Путину. Это банды не ЧВК, давайте не будем их ЧВК называть, это слишком официально и порядочно для этих людей. Это самые настоящие банды, террористические банды, которые творят зверства и подчиняются напрямую Путину, администрации президента и Путину лично. Это его путинское охранное предприятие, я называю, кадыровцев и вот этих пригожинцев. Стрелков же является человеком Патрушева, как я полагаю, и Фейкин, который часто бывает на украинском телевидении, и как вот этот террорист, который Дугину сейчас взрывал, Пономарев, который брал на себя эту ответственность, который также является гражданином Украины. Вот это все люди Патрушева. Смотрите, я просто расскажу ситуацию, чтобы немножко было представление. У них, конечно же, меняются разные структуры, названия, чтобы запутать или в силу каких-то других обстоятельств. Но смотрите, как было. В Чеченской Республике, когда началась война, Путин со своими министрами, силовыми министрами, он остался таким видимой частью айсберга. Была создана специальная организация ОШ, оперативный штаб. Потом это в регионе, в Чеченской Республике, это называлось РОШ, региональный оперативный штаб, который возглавляет на сегодняшний день главарь банды УФСБ по Чеченской Республике Игорь Кочнев. Есть такой. Он возглавляет РОШ по Чеченской Республике. Этот РОШ подчиняется Патрушеву. У Патрушеву вот в этот ОШ входят замы министров всех силовых структур. МЧС, МВД, ФСБ, министр обороны. В Чеченской Республике командующие военными округами также входят в этот в Чеченской Республике. Это РОШ. И всем этим возглавляет Николай Патрушев. Вот все силовые акции, война против Украины, за ней в первую очередь, больше даже может быть, чем сам Путин, стоит Николай Патрушев. Так вот, Кадыров и Пригожин наехали на людей Патрушева, вот на главаря ГРУ и на Герасимова, которые также непосредственно являются, ну скажем так, исполнителями
воли и вот этой войны против Украины. И когда Путин на них... Также было, когда Путин приказал убить Немцова, а Немцова убивал не Кадыров, как мы знаем, а человек Дадаев такой есть, парень, который сейчас сидит и был ФСБ немедленно задержан. Так вот, вот этот Дадаев непосредственно прямо подчинялся тогда Золотову, Росгвардии, напрямую Путину. То есть там Кадыров мог быть даже не в курсе, что кто-то кого-то мочит и так далее, и так далее. И тогда, когда вот убили Немцова, в срочном, быстром порядке вылетела ФСБ в Чеченскую Республику. Один из наемных убийц был убит, это сотрудники Росгвардии, которые подчиняются Золотову. Это Дадаев и еще там парочка были доставлены в Москву, были задержаны, доставлены в Москву в ФСБ. Сразу же тогда Путин наградил Кадырова орденом за заслуги перед Отечеством. Потому что Рамзан тогда быстро сбежал в Дубае, спрятался, а Путин наградил его тогда орденом за заслуги перед Отечеством. Это сразу же после убийства Немцова. Тем самым Путин дал понять, что все делается с его ведома и этого человека не трогать, то есть Рамзана Кадырова. Потому что если не будет Путина, то, конечно же, за Рамзана возьмутся очень серьезно. Вот здесь, в этой ситуации, приблизительно похоже на такую же ситуацию. Пригожин с Кадыровым наезжает на главный штаб, на главных исполнителей войны против Украины, которые ведут эту войну. И в этот момент Путин их награждает. Ну, по крайней мере, Кадырова публично наградил, не трогайте, типа. И именно в эту же канву ложится то, что был взрыв этого моста. Потому что мост охраняют росгвардейцы. И одновременно вот этот конфликт, который у них разгорелся и вышел на публичную плоскость, а мы о нем узнали, вот, и одновременно происходит этот взрыв. И все указывает на то, что детище Путина, вот этот мост, я его называю Бигфордов шнур, или крымский Бигфордов шнур, испортить. Ну вот была версия, я, конечно, не знаю, как она, насколько она жизнеспособна, эта версия, но была версия, что раз наезжают на ГРУ, на военных, да, а Кадыров и Пригожин это ФСБ, это администрация президента, даже нельзя сказать, что там есть конкретно вот ФСБ и ГРУ. Потому что у Патрушева вот эти замы все идут. Там есть и военные, и ФСБ, и МЧС, и все остальные. И у Путина есть то же самое. У него есть директор ФСБ Бортников, у него есть министр обороны Шойгу, ну там и так далее, и так далее. Все министры подчиняются как бы Путину, являются, а вот Патрушеву подчиняются замы, которые непосредственно имеют такие же фактически полномочия, как у министров, но непосредственно ведут вот всю эту деятельность. Такой теневой силовой кабинет министров получается, который подчиняется Патрушеву. И вот когда произошел наезд на людей Патрушева, мне показалось, что это очень вкладывается в эту канву, что такой ответный удар, а вот смотрите, вы не можете, ваша Росгвардия, ваши люди Путина не могут охранять мост. Смотрите. С другой стороны, опять же, этот мост, если бы взрывали бы украинцы, то они взорвали бы его полностью, максимально, да, взрывчатка была бы использована. А здесь так получилось, что, ну, как бы полностью не разрушены. Если разрушать, то нужно разрушать даже не автомобильный мост, а скорее вот этот железнодорожный, через который все это везется. Он фактически не пострадал, там немножко обгорели только цистерны, которые стояли. Поэтому вот тот несильный урон, который был нанесен мосту, опять же может указывать на то, что за этим стоят именно оппоненты Путина из российского вот этого гадюшника. Ну вот как-то так, можно сказать, Сергей. Кстати, мне сейчас пришла мысль, я хотел про другое спросить, сейчас я уточню про вот эти их внутренние передрязги, да, чтобы не забыть. Пришла мысль, когда ты сказал про железнодорожный мост. Вот все обсуждали про взрыв моста, как это будет, то ли какие-то ракеты типа Нептун,
то ли Гром-2, который то ли существует, то ли не существует, то ли, может быть, неизвестные какие-то ракеты, сильные, мощные, которые дадут нам. Возможно, там со стороны каких-то беспилотников, морских беспилотников, разные варианты обсуждались. А тут получилось так, что загрузили машину чем-то, внизу вроде бы как детонатор, взрывчатка, потом какие-то там удобрения, селитра, не селитра, и взорвали. А у меня сразу возник вопрос, да, а как сейчас можно проэкспериментировать с железнодорожными вагонами? Кто их грузит, как их грузит, где их загружает? Возможно ли загрузить железнодорожный вагон, например, частично загрузить детонаторами, взрывчаткой, а потом догрузить его чем-то и нейтральным, да, сверху, чтобы его нельзя было проверить. И как проверяются железнодорожные вагоны. И возможно ли загнать железнодорожный вагон именно с составом и взорвать его на самой арке. Но это как на будущее, что даю идею тем спецслужбам разных стран мира разработать возможность именно с железнодорожными вагонами. Конечно, сейчас там усилилось, сейчас усилят они и проверки, это все понятно, да. Но вот по железнодорожным вагонам, если сработал автомобильный вариант, да, возможно, когда-нибудь используют и железнодорожный вариант. Но это так, реплика, да. А теперь давай вернемся к нашему разговору. Смотри, в принципе, я с тобой могу согласиться, и большая доля вероятности есть, да. Но на что мы обратили внимание в первый день после взрыва? В тот же день, не дожидаясь заседания Совета Безопасности, Путин, не дожидаясь официально, когда там ему доложили, Бортников доложил, что это спецслужбы Украины и бла-бла-бла, Путин в этот же день, не дожидаясь никого и не советуясь ни с кем, переназначил охрану Крымского моста от Росгвардии, как ты сказал, да, что охраняла Росгвардия, перепоручил охранять ФСБ. Это было в первый же день. То есть мы можем предположить, что команда Золотова охраняла этот мост, это Росгвардия, Золотова. И Росгвардия это те же структуры, которые подчиняются Кадырову. У него же Росгвардия, у него же нет... Не совсем, Сергей, не совсем. Не совсем? Да, Кадыров подчиняется Росгвардии. Кадыров подчиняется. Ну, да. Кадыров подчиняется Росгвардии, но да. Все вот эти структуры, которые вот у него там на площадях они собирают, провожают, они же Росгвардия, я так понимаю, это же не министерство. Вот, нет, которые вот всех собирают, кстати говоря, это тоже очень ложится в эту же канву, вот собрали их, всех выстроили, там одели форму там и так далее, и обычно, как обычно, показательно начали снимать видео и грозиться. Грозились не Украине, грозились вот именно тем противникам Путина, внутри России, которые сейчас наезжают на Путина, а Путин наезжает там через Пригожина и Кадырова на других. И собирались там не все росгвардейцы, хотя там были и росгвардейцы, собирались там МЧСовцы, нефтеполк, всех кого подряд, кого только смогли собрать, всех выстроили, поставили, они не едут все воевать в Украину, это тоже факт, ну конечно же по мере необходимости они будут набирать всех, кого только возможно. Но вот это выстраивание, оно было в первый раз, когда, помнишь, давным-давно, несколько лет назад, когда он тоже по стадиону шел, там их там всех собрал и так далее. Это тоже было запугивание не Украины, а вот именно людей, которые выступают против Путина внутри России из генералитета КГБ, ФСБ и вот военных, которые есть. Поэтому, мне кажется, очень все у них не гладко, как они хотят представить. И вот переведение стрелок на Украину, он говорит, что это украинские спецслужбы, это Украина, это террористический ад и так далее. Мне кажется, вероятно, это может быть связано с тем, что чтобы не выносить ссор из избы. Потому что аресты и задержания происходят, и чтобы не поднимать бучу, чтобы не поднимать такой резонанс внутри вот этой своей системы, он решил разбомбить Украину, сказав, что это сделали украинские спецслужбы. Но это как бы на него очень похоже.
Спасибо. Нас смотрят 1680 чоловік і 1000 вподобайок. Будь ласка, поставте вподобайки, 680 вподобайок, хто не поставив вподобайки. І, будь ласка, я скину посилання на канал Reality. Зайдіть на канал Reality і поставте вподобайку там, тому що потрібно просувати ефір і на обох каналах. Дякую. Смотри, на что еще обратил внимание я, и, не знаю, не только я, наверное, многие обратили внимание, что и Пригожин, и Кадыров, они не имеют доступа к ракетам. Они не имеют доступа к Министерству обороны, и не они решают, какую кнопку нажать, какую ракету запустить, сколько ракет запустить, и вообще, это не их, удел, да? Не их сфера деятельности, так сказать. Да, и вот они наезжают на этого Лапина, там, на Министерство обороны, потом взрывается мост, потом награждение очередным воинским званием, потом Совет Безопасности. И в итоге мы имеем, что те люди, которые ничего не решают, имеется в виду, какую кнопку нажать, какую ракету запустить, настояли на своем и добились своего. И люди, которые должны это выполнять, там же решает не только, например, один человек, потому что массированная атака ракет была с разных сторон. Там были запуски, и морские запуски, и самолетов. Да, потому что почему были разные запуски, даже дроны летели, потому что не справилась противовоздушная оборона, она частично и не справилась, не частично, а где-то наполовину, даже больше не справилась. Любая противовоздушная оборона не может справиться с такой массовой атакой. Так вот, я к чему еще раз подвожу, что они заставили силовиков выполнить их волю. Понимаешь? Вот, то есть Министерство обороны выполнило то, что хотел Патрушев и Кадыров. Перешли на другой уровень, подняли уровень накала, так скажем, войны. Смотрите, сейчас инициатива полностью на стороне Украины. Моральный дух украинцев с каждым днем растет. С каждым захватом каждого населенного пункта, освобождением населенного пункта, моральный дух Украины, украинцев растет. Что не скажешь о России. В России, когда объявили вот эту всеобщую мобилизацию, обозванную частичной, около уже 1 миллиона человек, по некоторым данным уже больше, сбежало. Это мужского населения из фашистской России. Поэтому у них повестка, мяч на стороне Украины, и Украина себя позиционирует как ведущая в этом конфликте, в данном случае. Что не скажешь о начале этого конфликта, когда они грозились, когда они запугивали и так далее, и так далее. И сейчас, когда они призвали людей, и у них это получается не очень сильно, собрать, как они хотели бы, как мы видим, люди бегут из страны, люди отмазываются, люди садятся в тюрьмы, ломают себе руки, ноги, главное, чтобы не идти на войну. Вот в этом плане им нужно перехватить инициативу, им нужно, чтобы они были главными командующими оркестром в этом конфликте, в данном. И у них это не получается. Соответственно, им нужно что-то такое сделать. И вот они начинают накручивать и наносят массовый вот такой удар, воспользовавшись, если это сделали российские спецслужбы, там, как мы сейчас с тобой предположили, то не вынося ссор из избы, они просто наносят массированный удар по Украине, тем самым они показывают, что вот сейчас у нас и мобилизация, у них даже разговор, я смотрю этих пропагандистов каждый день, у них даже разговор изменился, у них уже такой тональность снова возвращается к началу 24 февраля, тоже они начинают уже чуть-чуть с гонором начинают разговаривать, что мы сейчас сделаем и так далее. Хотя они не понимают, что эти люди, во-первых, не профессиональная армия, только что разбили профессиональную армию. Ее нет фактически, профессиональная армия уже не осталась. Если уже начали призывать простых людей на войну, то это уже все. Поэтому, конечно же, это им не поможет. Но, как обычно, русские понты, они снова будут преобладать и этим пытаться будут запугивать. И мне кажется, это такой акт отчаяния, акт безысходности
сломать волю украинцев, нанеся вот этот массированный бомбардировочный удар, ракетный удар по гражданским объектам. Это ведь не просто нанесение какого-то удара там во время войны, это открытое военное преступление на глазах у всего цивилизованного мира. Поэтому это акт отчаяния. Больше никак это нельзя назвать. И никакая мобилизация, которую они сейчас организуют, она им не поможет. Потому что сейчас первая волна, кого они сейчас мобилизуют, это люди фактически, которые пошли не насильно на эту мобилизацию. Да, там есть насильно мобилизованные, абсолютные противники этой войны, противники даже есть вот этой путинской ФСБшной власти. Но они, большая часть из них, это люди, которые находились в запасе, которые смотрели телевизор и фактически без сопротивления, ну, скажем так, не вся, большая часть из них пошли. И остальные как бы смотрят, наблюдают за всем этим и очень сейчас волнуются, что произойдет с этими. Как только Украина будет вынуждена просто взять в плен, кто сдастся, остальных утилизировать. И как только начнется вторая волна мобилизации, в России начнется просто волнение, по всей стране начнутся волнения. Я думаю, и украинские службы, и мы все должны готовиться к этому, всячески помогать этому, чтобы эти волнения усиливались и были. Но как только пойдут трупы от вновь мобилизованных, я думаю, ситуация в корне просто изменится, и все пойдет как карточный дом. Я уверен, что это конец фашистской России. Спасибо, Аслан. Я вот это, что ты сказал, я продолжу во второй части нашей передачи о том, что будет после. Да, мы в прошлом нашем эфире пытались об этом поговорить, об этом тоже поговорим, про вторую волну мобилизации, про чем закончится первая волна мобилизации. Но сейчас вот идет первая волна мобилизации. На что еще я хотел бы обратить внимание по первой волне мобилизации. В Чеченской Республике женщины в первые дни, несколько первых дней, мужчины не вышли, но вышли женщины. Но мы же знаем по законам, как устроена внутренняя жизнь в семьях чеченских семей, да, вряд ли бы, чтобы женщина вышла на улицу без одобрения главы семейства. Я вот не знаю, вот, как ты считаешь, могли ли женщины в Чеченской Республике, вот, которые вышли против мобилизации, да, выйти по своей собственной воле, даже если им запретили их мужья? Вот вообще, как ты считаешь, это возможно или нет? Да, вот это, тот патриархат, который есть на Кавказе, в частности в Чечне, в Дагестане, его важность или его преобладание в нашем обществе немножко преувеличено. У нас женщины на самом деле очень такие боевые, и когда это касается их сыновей, ни муж, ни отец, никто либо их остановить не сможет, если она видит, что ее мужа, брата, сына забирают на войну. И, как говорится, нацию воспитывает мать. Поэтому все мужественные чеченцы воспитаны мужественной матерью. И все кавказцы также воспитаны. Поэтому, конечно же, патриархат определенный у нас имеется, но запретить никто не может. Я лично призывал именно и женщин, и матерей Дагестана и всех других народов, проживающих в России и в Чеченской Республике, временно аннексированной фашистской России, что-то как-то повлиять и сделать, именно обращаясь по гендерному признаку, именно к женщинам. Потому что, во-первых, женщин на войну не забирают, а если выйдут мужчины, просто произойдут боестолкновения. Потому что мужчин сразу начнут забирать на войну, забирать в тюрьму и оттуда уже отправлять на войну. Соответственно, мужчины вынуждены будут применять все средства, и тогда начнется кровопролитие. До этого дойдет, я в этом тоже не сомневаюсь. Но пока я надеялся, что выйдут женщины-матери. Именно из-за того, что вот этот призыв, вот эта мобилизация, она произошла не именно всех подряд, а только вот своих запасников, которые фактически добровольно-принудительно все-таки шли на эту мобилизацию. Поэтому такого ажиотажа не было. И они очень грамотно сбивали волну. Я вот наблюдал за этим.
там глава этого Дагестана начал там упрекать вот разных этих товарищей, вы неправильно обратились, что всех подряд мы не забираем. Потом то же самое делал Кадыров, тоже начали смягчать, они говорили, мы будем забирать не всех, там у кого один ребенок в семье, мы его забирать не будем. И вот это забалтывание смягчить, чтобы как все, как и жили раньше, по одному из вас выдергивают, из вас, да, вот эти людоеды человека забирают у вас, а вы молчите в надежде, что вас не выдернут из этой толпы. А когда вас всех начинают забирать, вот тогда уже все начинают суетиться. А власть этого боится. И вообще власть, она слаба. Если бы народ знал, насколько он силен, он бы давно бы скинул бы эту власть. Но народ сейчас зашуган, разобщен и так далее. И сейчас именно надежда была на матерей. Но опять же, и она тоже, благодаря тому, что те приняли ответные успокаивающие меры, и еще меры были приняты в Чечне. Чеченок, которые вышли около 100, по разным оценкам говорили, около 100 женщин вышло, их избили, некоторых их мужей, братьев, сыновей, сказали, отправят первыми на войну в Украину за то, что они вышли. Вот таким образом они попробовали сбить эту отрицательную, негативную вот эту энергию, которая пыталась выплеснуть на улице. Но она выплеснется, я в этом не сомневаюсь. Выхода другого у этих людей просто нет. Идти на войну, где будут просто убивать людей, я думаю, после первых трупов, после первых вот этих мобилизованных, которых уже и задерживают, пленят и уже уничтожают. Я думаю, сейчас в ближайшее время будет вторая волна, после утилизации первой, и посмотрим, что будет. Будем надеяться. Я просто продолжение твоих слов, да, обратил внимание, я в своих стримах высказывал свою точку зрения, что кто-то на России работает против России. Кто-то Путину советует плохие советы, чтобы развалить Россию изнутри. Например, я могу аргументировать для тебя и для зрителей твоего канала, что проведение мобилизации, которое объявил Путин одновременно с референдумами, вот этих псевдореферендумами новых территорий, это была большая политическая ошибка. Это не просто была политическая ошибка, это был не провал, это было сделано антиреклама Путину и антиреклама даже вот этих референдумов. Потому что массово все, которые даже не вышли, массовый внутренний протест был у многих. Даже если в Чеченской Республике вышли, да, но там, в отличие от Путина, насколько грамотно поступил Кадыров. Вот, как ты сказал, да, он сначала, первый же день, когда увидел, что начинаются протесты, он потушил эти протесты и потушил очень грамотно. Он сказал, у нас в Чеченской Республике, я просто следил за его телеграм-каналом, он первый же день написал, мобилизация отменяется, потому что мы план перевыполнили на 245%, я как сейчас помню. Какой план, кто подавал этот план, никому уже не известно. Хотя, наверное, имеется в виду тот план, когда, помнишь, еще там месяц назад или 2 месяца назад, Путин издал указ, чтобы каждый регион Российской Федерации выставил по батальону тактической группе. А 85 регионов, 85 батальонов, большие регионы должны были выставить по 2-3 батальона, и все, не надо никакой мобилизации. И туда идут реально желающие, которые хотят. Не которых из-под палки, которых матери не пускают, а именно люди, которые мотивированы, которые хотят, и которые не будут при первом выстреле текать. Вот. Почему-то это провалилось, не знаю почему. Не было сколько желающих, не было сколько... Желающих нет вообще. В Чеченской Республике желающих нет ни среди сотрудников, ни среди кого-либо. По словам Кадырова, он отправил не один батальон, а получается 2,5 батальона, потому что 245%. Это получается 2,5, а надо один батальон. Со всей России приезжают, Сергей, приезжают со всей России, вот этот их так называемая, вот эта шарашка, русский институт или университет, как у них, спецназа. Там проходит обучение, там стрельбище, им дают хорошую экипировку, и через вот этот Ахмат, они называют его,
Вот через этот свой перевалочный террористический пункт они собирают людей и отправляют на войну. И в основном это не чеченцы уже. Чеченцы уже фактически закончились, кто бы хотел туда идти добровольно. Получается, Кадыров обыграл всех. Он отправил 2,5 батальона. Да, в самом деле там приезжали с разных регионов России, просто они там готовились. И он отправил туда 2,5 батальона, ну были там чеченцы, понятно, ну и 2,5 батальона с разных регионов Российской Федерации, чем он и перевыполнил план. Но он вышел, он написал пост, что у него не будет в республике мобилизации, потому что они перевыполнили план. Опять же, на второй или на третий день та группа, которая была, готовилась в этом их учебном центре, он отправляет ее. Путин, он показывает, что он лояльный, что он готов даже своих 3 сыновей отправить. Просто они несовершеннолетние, не сильно понимаю, как это возможно. Вот. И он утихомирил, в принципе, население. И после того, как он утихомирил... Не совсем так. Нет, женщины не вышли уже. Женщины не вышли, но ситуация не изменилась. Мобилизация идет полным ходом, Сергей. Людей забирают как необходимо. Все, что он сказал, это все пшик. Он сказал, что там мы не будем проводить мобилизацию, так как мы выполнили там план и так далее. Это не так. Забирают всех, 50-летних, 60-летних, 55-летнего, я знаю, забрали человека. Просто на улице видят, быстро хватают его и забирают. Но говорят, именно сбивают волну, говорят, что нет, мы мобилизацию не будем проводить, будем проводить только частичную, мы будем там одного сына из 7 забирать не будем, и так далее, и так далее. И получается откупиться у кого-то спрятаться получается. Но вот та волна женщин, которые вышли, и их тоже, вот на них тоже повлияли, там избили их, и их родственников, их мужчин тоже начали забирать и призывать. Поэтому нет такого, что Рамзан Кадыров кого-то там хочет обмануть и делает там мертвые души там приписывает, что вот он собрал там. Нет, этого нет. Он делает наоборот, это самый исполнительный из всех путинских холопов. Он пытается выслужиться, он говорит, что украинцы и русские это братский народ. И предлагает Путину, это есть видео у меня на канале, он предлагает Путину просто использовать чеченский народ, чтобы украинцы и русские там как братья не сильно друг на друга обижались. И вот в огонь войны бросить чеченский народ, чтобы вот эти два брата не сильно друг на друга злились. Вот приблизительно такая у него психология и вещь. И это правда, он реально даст сжечь заживо весь чеченский народ, чтобы просто прожить лишний один день, чтобы выслужиться Путину. Это полный подхолопный просто мерзавец и подонок, который выполняет любые приказы. И вот ты цитируешь его телеграм, там, где вот он прочитал это, написал то, написал все. Он не умеет писать, Сергей. Он не умеет это делает не он. Это за него люди пишут. И так всегда происходит. Он не может по бумажке даже прочитать. Он стишок не мог прочитать, когда он пытался грозиться украинцам. Помнишь, что какие-то стишки он там читал. Он не мог просто по бумажке прочитать стишок, не говоря уже о том, чтобы запомнить его наизусть. И говорит, это человек с 3 классами образованиями, и на чеченском он говорит не лучше, чем на русском. Поэтому это полностью управляемая фигура. Она не стоит того, что мы сейчас с тобой так много даже уделяли этому времени. Путин, Патрушев, банда ФСБ, ГРУ, вот, и русский империализм, вот главные темы и главный враг всего этого. А если нужно, Кадырова снимут одним просто росчерком пера. Туда назначат того же Абдиалаудинова, который сейчас в фаворите является, я думаю, у Патрушева тоже, который сейчас там поднимает дух, несет бред полный, ахинею какую-то. И это показывает по Первому каналу, как он поднимает дух русских солдат, говорит, мы сражаемся, чтобы быть семьей, папой, мамой, там, чтобы не было разных там вот этих вещей. При всем при этом это все это имеется в самой России. Ну, короче говоря, бред полнейший просто. Сидят, люди рассказывают. Поэтому это агония, они не справляются. У них хуже ситуация намного, чем они даже просто могли себе предположить.
Путин боится своей тени. Путин прячется по каждым углам. У них паника и страшно тяжелое положение. Вот, мне кажется, какая ситуация. И они будут бросать людей по мере возможности. Сейчас, если Украина мобилизуется, в принципе, более уже мобилизоваться, видно, что Украина уже как единый организм работает, украинцы стали единой нацией, или реально родилась новая нация, сплоченная украинская нация, новая старая нация. И если сейчас первый вот этот отпор, я не сомневаюсь, что им он будет дать, и Россия как карточный домик просто рассыпется. Ну вот, я вижу это так. Спасибо, Аслан. Вот про нации, да, попутный разговор. Тут, во-первых, в чате спрашивают, чтобы я не забыл спросить, есть ли на Кавказе, в том же Дагестане, в Ингушетии, в Ичкерии лидеры, которые готовы возглавить народное сопротивление, да, вот просто чтобы мы запомнили этот вопрос. И очень серьезный вопрос про нации, про чеченскую нацию и украинскую нацию. Многие зрители в канале, вот и прошлый наш стрим говорили, а вы давайте посчитайте, сколько чеченцев воюет на стороне Кадырова, а сколько чеченцев воюет на стороне Республики Ичкерия, которая воюет за Украину. И я вот еще тогда, после нашего стрима, обратил внимание, что очень мало идет рекламы. Очень мало идет рекламы вот этого батальона шейха Мансура, да, и тех чеченских добровольцев, которые воюют за Украину. Это тоже надо, наверное, как-то делать, я не знаю, общественное мнение, побольше об этом рассказывать, потому что в сознании и украинцев, и россиянцев, и чеченцев такое ощущение, что только кадыровцы воюют против Украины, а мало говорится о том, насколько чеченцы воюют на стороне. И я сегодня нашел ролик, где мусульмане и христиане, чеченцы и грузины в одном батальоне там заняли какое-то село и вместе там воевали против кадыровцев. Даже такое было. Вот я считаю, наверное, об этом надо говорить побольше, почаще, потому что это может завтра, ну, условно завтра, да, сыграть нам плохую какую-то, ну, я не знаю, в будущем, да, потому что сейчас идет такое, что рассорить украинский и чеченский народ. Да, конечно, это есть, в этом же и заключалось первоначальное запугивание, попытка запугивания еще в 2014-2015 году, когда они туда вводили кадыровцев, и когда к вам приехал Иса Мунаев, Муслим Чеберлоевский там, и так далее, когда они сбили эту волну, когда они пытались вот именно чеченцами сбить вот моральный дух украинцев, там, сломить моральный дух. У Кадырова нет никакой армии. Это все Росгвардия, это все военнослужащие, которые есть в российской армии. На стороне Украины, я знаю, несколько тысяч чеченцев воюют. Это не только батальон Джахара Дудаева и батальон шейха Мансура. Есть в разных подразделениях разные. Есть как граждане Украины, чеченцы, есть также чеченцы, приехавшие в Украину, но уже имеющие своих там друзей, знакомых, родственников в разных группах ВСУ и присоединяющихся там. Поэтому несколько тысяч чеченцев на стороне Украины воюют. И причем эти несколько тысяч, они на десятки тысяч стоят, десятки и сотни тысяч тех, кто с той стороны приходит, потому что у тех мотивация деньги, а у наших мотивация это свобода, независимость, наказание преступников, бандитов и так далее. Поэтому, ну, Сергей, можно это обсуждать сколько угодно, это такая наболевшая тема, да, нужно говорить о чеченцах, которые воюют на нашей стороне, на стороне Украины. Но также можно вот мы слишком много, опять же, уделяем внимание кадыровцам. Есть те же лугандонцы из Донецка, ДНР, ЛНР. Мы о них столько не говорим, хотя они гибнут больше всего, они несут самые большие потери. А это вчерашние граждане Украины. И из Крыма туда приезжают и так далее. Поэтому вот нам навязывают повестку дня, что там Кадыров, ТикТок там и так далее. И вот мы подхватываем это и идем в этом фарватере. Ну, есть эта проблема, конечно же, ее исключать нельзя. Я нисколько не пытаюсь ее принизить, эту историю, но ее не нужно так высоко поднимать.
И говорить о тех, кто воюет на вашей стороне, нужно. Но смотри, на украинских каналах, например, нету, вот появляются откровенные враги, например, чеченцев. Невзоров, например, человек, который самый главный расчеловечиватель чеченцев, он получает гражданство из рук там главы администрации президента и так далее, и так далее. Пономаревы, Гудковы, Фейкины, это все люди, которые приглашаются на украинское телевидение. Потом у нас есть такие блогеры, Абдурахманов такой есть, братья Абдурахмановы, братья Ингулбаевы есть, потом и другие там разные есть товарищи, которые работают на российские спецслужбы, работают по российским нарративам. Они у вас приглашаются, вы с ними разговариваете. Хотя я уже много лет твержу, разоблачаю этих людей. Но при всем при этом это никого не смущает в Украине. Меня же не приглашают на украинские телевидения, каналы. Чаще всего потому, что я, например, могу и на СБУ сказать, например, да, если они себя как-то ведут, что-то делают. Если они выдают там чеченцев России или ингуша выдали Тимура Тумгоева. Я могу написать на Евгения Енина, например, большое обращение, разоблачая этого человека, который фактически продал. А сейчас этот человек, Евгений Енин, у вас является замом министра внутренних дел, который практически продал Тимура Тумгоева, который воевал, вызвали его, и ФСБшникам говорят по 50 тысяч долларов или 70 тысяч долларов, тогда просто выдали Тимура Тумгоева. Тогда это был Луценко, по-моему, да, генеральный прокурор, была у него фамилия. Он был у него замом, Евгений Енин тогда. Ну вот такие вещи, которые у вас внутри огромная агентура, например, да, так работает. И они не хотят слышать независимую, альтернативную точку зрения. Я, например, российским никаким газеткам, газетенкам интервью уже давно не даю, хотя они сейчас просят там и так далее. Потому что я подчеркиваю тем самым, что я им не доверяю, что мне нет никакого желания разговаривать с ГБшниками, которые притворяются там журналистами и так далее. Ну вот эти вещи Украине самой стоит тоже во многом разобраться, что происходит внутри этой страны. Выдавая гражданство Невзорову, самому главному расчеловечивателю чеченского народа, который превратил чеченцев зверей в людоедов в глазах российского общества в первую очередь и украинского, наверное, он становится почетным, ему дается гражданство. А Стамахин, тот же русский парень, который боролся за правду, никогда к ГБ не имел отношения, отсидел 12 лет, потерял все здоровье, ему даже не дают политического убежища. Ему сейчас вроде бы дали, но о гражданстве сейчас речи нет, но долго не давали политического убежища. И вот эти вещи, они как бы у нас вызывают вопросы. Как так? И многие чеченцы, которых я, например, склоняю в поддержку Украины, и у меня много есть, скажем так, результатов на этой ниве, эти чеченцы задаются вопросом, а как так выходит? Они признают, например, Курильские острова японскими, а законное основание чеченского народа на государственность Украина до сих пор не признала. За 8 лет войны она не признала Чеченскую республику Ичкерия. С чем это связано? Хотя у нас уже и чеченцы там погибли, и генерал наш Иса Мунаев погиб, защищая Украину, и так далее, и так далее. Ну, непонятно просто поведение политических и разных КГБ УССР кругов, скажем так, поведение этих людей. Но я, конечно же, жалеть не буду, я буду говорить все, что я считаю правильным, несмотря что это КГБ УССР это будет и так далее. Ну вот как-то так, Сергей, ситуация неоднозначная. Я вот эту тему, которую ты поднял про признание Республики Ичкерия, я задавал вот несколько стримов назад, люди, которые меня смотрят, тут не дадут соврать, мы проводили тут опрос, я даже на опрос выставил, да, и сказал, как вы считаете у зрителей канала, точку зрения зрителей нашего канала, как вы считаете, необходимо ли сейчас прям немедленно
чтобы государство Украина признало независимость Чеченской Республики Ичкерия. Я точно не помню, но там более 80% проголосовало за то, что это было необходимо сделать еще вчера. Вот, так что, народ согласен, Сергей, народ вообще зрители, отлично с народом у нас. Зрители и народ, потому что мы много собирали петиций, и разных петиций. Например, мы собирали петицию про закрытие сталинского патриархата в лице вот этого Гундяева, который отец Звездунии, да. Вот, и мы с тобой прошлый стрим, помнишь, обговаривали муфтия России и вот этого патриарха, что они все ФСБшные и ставленники ФСБшные, да, и так далее. Вот, и украинцы собрали петицию, но Стефанчук, голова нашей Рады, сказал, что это сейчас вызовет раскол в обществе, бла-бла-бла. И я на него так смотрю, слушай, ты на кого работаешь? Ты работаешь на государство Украина или на ФСБ? Какой раскол общества? У нас война идет, а ты переживаешь про раскол общества. Вот, то же самое сейчас по островам японским. Я тебя полностью поддерживаю, потому что даже... Не надо было ждать вот этого обстрела вчерашнего, да, а сразу после 24 февраля надо было сразу, а даже не 24 февраля, а после 2014 года было надо когда Крым присоединили, нужно было признавать, да, всех, да? Сразу признавать и все. И все это надо было запускать политический процесс. Одна страна признала, а дальше уже все пойдет как это самое. По поводу дальнейших наших действий, я хочу поговорить, продлить твою тему по вторую и третью волну, чем она обернется. Но я хочу сейчас в свете последних событий включить Лаврова. Я не знаю, тебе слышно или не слышно. Тут буквально пару минут. Надо послушать. Если ты не будешь звука слушать, я тебе потом повторю. Да, я с телефона сейчас послушаю. Да, давай. Чем она обернется. Но я хочу сейчас в свете последних событий включить Лаврова. Я не знаю, тебе... Так, я пока ничего не слышу. Смотрите, обращаю ваше внимание, политическую ситуацию на Украине урегулировать. Вы поняли, какие мемы, да? Во-первых, обратите внимание на унылую лошадь, да, на его реакцию, какое у него сейчас настроение. Такое же, как было вчера у Путина и позавчера. Они поняли, что они проиграли. Он внутри себя, он уже морально созрел, что они войну проиграли. Это самое главное. И Путин созрел, и Путин уже созрел, что они войну проиграли. Замечание номер 2 или наблюдение номер 2, на что я обратил внимание. Сейчас им очень нужно посадить за стол Украину
за стол переговоров. Им сейчас надо зафиксировать вот эти границы, которые они что-то захватили. Потому что они прекрасно понимают, месяц-два, ну некоторые наши военные говорят там до Нового года. Может быть до Нового года, может быть затянется после Нового года. Ну говорят, до Крыма дойдем до Нового года. Посмотрим, в зависимости от того, какое оружие мы получим, если в самом деле вот эти ракеты, которые противопехотные на Хаймерс уже у нас, говорят, есть или еще нету, ну, все зависит от вооружения, да, и от сбройных сил, от желания и возможностей сбройных сил Украины и нашей им поддержки. Так вот, задача сейчас посадить за стол переговоров. И в свете того, что сказал Лавров, есть еще одна информация. В Индонезии сообщили, что Зеленский и Путин примут участие в саммите G20 на Бали. Киев эту информацию не подтверждает. Кремль эту информацию сказал, что если будет желание, словами Лаврова и Пескова, они подтверждают, что если будет желание и хотение, бла-бла-бла, то, конечно же, Путин для того, чтобы уладить внутриукраинский кризис, готов приехать и что-то там обсудить, да. Но в Украине боятся об этом говорить. Официальные лица Украины об этом не говорят. Хотя многие блогеры обратили внимание, что, наверное, есть какие-то кулуарные разговоры и, возможно, идут какие-то закулисные разговоры о том, чтобы на саммит G20, а это будет буквально через месяц, да, если будет какая-то договоренность, тогда туда и Путин приедет, и Зеленский приедет. Если договоренности не будет, соответственно, Путин туда не приедет, потому что он не рукопожатый. Это однозначно. Вот что скажешь о словах Лаврова, и как ты думаешь, они уже морально созрели к тому, что они проиграли, они еще будут бодаться? Я уверен, что они уже знают, что они проиграли, что никаких шансов у них выиграть и нет. И их задача теперь просто попробовать выйти безопасно для Путина из этой ситуации. Вот нужно выйти так, чтобы Путин остался у власти и его там не привлекли к ответственности. На Западе и внутри России мы видим, что есть люди, которые хотят сместить Путина, оставить систему КГБ как есть, просто заменить его там, например, на Патрушева, на Дмитрия Патрушева. Напомню тем, кто не знает, Николай Патрушев, это директор ФСБ, когда взрывались дома в 1999 году, вернее ФСБ взрывала дома в 1999 году, в Буйнакске 2 в Москве, 1 в Волгодонске, а в Рязани при попытке подрыва 5-го дома были задержаны сотрудники ФСБ. И очень подозрительно один из террористов, похож на Игоря Гиркина, который сейчас является главным поджигателем войны. И тогда он был главным поджигателем войны. Взрывы этих домов были основанием для начала войны против Чеченской Республики Ичкерия. И вот сейчас он также поджигал эту войну в Украине. Главный такой провокатор. Поэтому сейчас они хотят выдвинуть его сына. Они уже разговаривают с американцами, уже много они просят, умоляют, чтобы с ними начали разговаривать, чтобы как-то прийти к какому-то соглашению, какому-то, чтобы система КГБ сохранилась. Они уже готовы пожертвовать путь, они готовы вернуть вам Крым. Я не имею никакой инсайдерской информации, друзья, но я могу вам со всей ответственностью заявить, что они готовы полностью вам вернуть полностью и Крым, и Донецк, и Луганск, и восстановить все, что они вам разрушили. Просто их сейчас нужно их нужно оставить и сказать: все, ребята, вы можете уходить и так далее. Вся проблема в том, что руководство Украины в лице вооруженных сил Украины и политических сил Украины прекрасно понимают, и это так и есть, что если они уйдут, ребят, они просто наберут сил и снова вернутся. Агентура, которая есть среди вас, их агентура, она тоже никуда не денется, и все начнется сначала. Мы это проходили, ребят. Мы выиграли войну военным путем, вооруженным путем, не имея тех даже 10-й, 100-й части, что сейчас есть у вас. Хотя бы нам просто джавелины давали бы, о которых уже мы забыли, когда в начале там так ценные они были. Сейчас мы уже не говорим о джавелинах, потому что уже есть и хаймарсы, и уже самолеты
и как бы должны сейчас вот прийти и все остальное, уже обучаются и так далее. У нас этого не было. Мы, несмотря на это, победили их в войне. Они не вояки. Если украинский народ, как тогда чеченский народ, будет единым кулаком, вас победить невозможно. Но нужно признать, как-то же мы проиграли, раз мы оказались оккупированы, нужно признать, понимать причины. И причиной является секретная служба КГБ, которая есть и в Украине, которая есть и в Казахстане, и в Беларуси и так далее. И они и есть те самые, кто развалил Советский Союз, для того, чтобы всю собственность, которую наши отцы и деды копили, будучи рабами этого коммунистического строя, прибрать к своим рукам. Все заводы, фабрики и так далее. И мы видим, кто является миллиардерами и хозяевами всей собственности, которая была тогда накоплена в Советском Союзе. И им нужно было легализоваться, нужно было все это прибрать к рукам и стать уважаемыми, принимаемыми в мире товарищами. Вот они, в принципе, этого добились. Но на этом они решили не останавливаться. Они решили сделать неодворянство, чтобы все это можно было на законных основаниях передавать своим детям. То есть, как титулы, как вот это все уже законно нажитое. Но без этого, это невозможно было осуществить без украинской, славной, настоящей, честной славянской истории, киевской истории Киевской Руси. И именно благодаря вот этой идее фикс, когда КГБ УССР и КГБ РСФСР и другие КГБшники, которые иногда вместе встречаются, хотя они сейчас уже далеко уже не молодые люди, и их пути потихонечку расходятся, но при всем при этом они пытаются таким образом воссоздать славянскую империю, где украинцам отводится второстепенная, конечно же, роль, но украинской истории будет отводиться первейшая роль. Но ею должны будут пользоваться русские, которые сейчас возглавляют КГБ. И русские не все, а именно КГБшники. Поэтому Украина выстоит в любом случае, я в этом не сомневаюсь. Главное, знаете, не проиграть их спецслужбам. Я очень надеюсь, я не призываю к шпиономании, там, болеть разными вот этими психическими заболеваниями, которые очень появляются, когда вы пребываете вот в среде вот этой политики, можно сказать, или в среде, где орудуют русские спецслужбы, или вообще спецслужбы, да, во всем мире спецслужбы, и они не святые. Но российские спецслужбы — это самые настоящие террористические, людоедские, аморальные, безнравственные преступники, которые может подзавидовать любая террористическая группировка, самая жестокая, которая была и есть на этой земле. Вот как-то так, Сергей, я вот что-то... Спасибо, Аслан. Тут зритель пишет, щось занадто він наголошує на КДБ у СРСР. А я вам отвечу, Андрей, не Аслан ответит, а я отвечу. Я проводил года 2 назад стрим с ФСБшником, да, и я с ним общался пару раз, раза 2 или 3, и он грамотный, умный, толковый, он меня знает, и там, и, наверное, знает больше, чем все другие, да, вот они. И вот он мне задал хороший вопрос тогда. И в лоб хороший вопрос задал. Еще, я говорю, еще до полномасштабной войны, это было или год, или 2 назад. Он сказал, Сергей Иванович, говорит, вот в Крыму, знаешь ли ты открытую информацию, что в Крыму, я всегда вот это рассказывал, уже раз 10 я это рассказывал, эту историю, что в Крыму 95% ваших СБУшников перешли на нашу сторону. Я говорю, я знаю, там 90 плюс-минус, может 5, может 2%, не суть. Больше 90%. Он говорит, а как ты думаешь, сколько бы, я и тебе эту историю рассказывал, да. Сколько бы в 2014 году перешло на нашу сторону СБУшников в Харькове или в твоем Днепре? Я говорю, а я стал, так и рот открыл. Говорю, я не знаю, может 80, может 85, может 70. Кто это знает? Он говорит, вот, а как ты думаешь? Задал следующий вопрос. А сколько бы сейчас, это было там год назад, я не помню, или 2, перешло бы? А я себе сейчас задаю вопрос. А сколько перешло бы наших СБУшников,
если бы, ну, 24 лютого, да, если бы русские взяли Харьков или Днепр, как взяли Херсон. Кстати, мне интересно, а сколько в Херсоне наших СБУшников перешло на сторону? Или успели эвакуироваться? Тоже я вот никогда не проверял эту информацию. Вот я к чему. И сейчас надо для себя просто решить, а сколько этих людей, которые бы перешли на сторону врага, у нас остались. Неужели вы думаете, мы взрослые люди, неужели мы думаем, что у нас СБУ почистили там наполовину или там ну, больше, чем наполовину? Я не знаю, насколько почистили, не почистили. Понятно, они сейчас проукраинские, ну, на людях, да, а что у него внутри, мы не знаем. И это факт. И это тут не надо прятать голову в песок. Вот тут я со Сланом... Кстати, Сергей, еще очень интересный был момент, когда начиналась эта война и Украина начала давать отпор. Помнишь, Путин обратился к военнослужащим Украины. Не к кому-либо, не к СБУшникам, а именно к военным. Он говорил, переходите на сторону и так далее. И это показывало, что контроля над военными у него нет. И он призывал, вот смотрите, сдайтесь, впереди, ну, наверное, кто-то и работает, наверное, вероятно, но контроля и такого влияния не было. Именно ЗСУ было тем самым, которое остановило вот эти войска. ЗСУ входят и тероборона, и все остальные, все украинские патриоты, которые входят. И я понимаю, что спецслужбы это такой орган, который нужно десятилетиями взращивать вот этих бойцов невидимого фронта. Это должны быть бессеребренники 100%. Если у какого-нибудь СБУшника есть машина, квартира и так далее, нужно задуматься, он об Украине он печется или о своем благосостоянии. Поэтому это очень важный момент. А коррупция это бич вообще всех советских народов, потому что мы привыкли не иметь собственности и воровать у государства. И это уже считается таким национальным видом спорта уже у всех постсоветских. Поэтому именно СБУ по СБУ не проводилась люстрация. Именно министр МВД, министр обороны и главарь СБУ сбежал вместе с Януковичем в Украину. Это тоже факт, который стоит всегда помнить. И не было люстрации, той самой люстрации, которая проводилась в Польше, в странах Балтии и так далее. Хочет Украина или не хочет. Если ей нужно выиграть, ей придется провести эту иллюстрацию, чтобы вот именно спецслужбами, в войне они не вояки, вот именно спецслужбами, чтобы вас не победили. А победить именно так могут. Появятся Невзоровы, Фейкины, кто там еще у них там есть, эти Пономаревы, все остальные и внутри Украины, которые есть, Гордоны и все остальные, которые просто открыто сядут. И уже на победе, воин он не политик, чаще всего, конечно, бывают и политики, но чаще всего он солдат, он воин, он умеет защищать, он умеет воевать, он смел, отважен и все остальное. А вот это ложь, интриги, лицемерие, которые есть в политике, да, Сергей, я тоже неоднократно это говорю, я работал адвокатом и имел дело с преступными элементами. И это не самые честные люди, я тебе скажу. Так вот, в политике, вот куда я сейчас влез в эту историю, посмотрел по сторонам, немножко удивился всему этому и могу теперь ответственно сказать, что преступники, бандиты это святые люди по сравнению с политиками и вот с этими интригами, которые тут есть, и обманом, лицемерием и так далее. Именно этому мы не готовы были, чеченцы, противостоять. И именно этому, благодаря этому у русских получилось, убив наших интеллектуалов, наших лидеров, они все убиты. Никто не сдался в плен, наши настоящие лидеры. Вот кто вокруг этих лидеров тусился, вот они остались живы, кто-то перешел на сторону или был на стороне русских, а остальные все убиты. Нету ни одного настоящего нашего лидера, который реально возглавлял наше сопротивление, которые перешли на сторону русских. Ни одного. Они все убиты, посажены, или же они, сменив документы, находятся в каких-нибудь западных странах.
и не могут ничего предпринять, потому что нет. А потом уже народ, они управляют как хотят. И сейчас вы удивляетесь, почему много там едут воевать. 20 лет нас оставили один на один, нас никто не слышал. Мы кричали, нас убивают, нас обманывают, нас там пытаются использовать. Нам говорили: вы террористы, вы исламские террористы, вы сумасшедшие, вы едите детей по утрам, вы должны остаться в составе России. И, ну, фактически так оставили нас один на один. И то же самое СБУ украинская помогала, выдавала наших бойцов, которые прятались, которые лечились в Украине, которые там приезжали в гости к своим товарищам там, или своим каким-нибудь родственникам. Вот нужно провести иллюстрацию. Чтобы мне не стоило испортить отношения с украинскими разными представителями, я буду всегда говорить и прямо об этом заявлять. Пока не будет иллюстрации среди СБУ, победа, она может оказаться просто выскользнуть из рук. Военные победят, а потом придут просто СБУшники, которые, или КГБшники, которые будут, ну, фактически пользоваться той помощью, тем ленд-лизом, теми технологиями, которые есть сейчас у Украины, в пользу того же самого КГБ. А мимикрировать, менять, как и Медведь, да, умеет хорошо мимикрировать, и также россияне, КГБшники очень хорошо умеют мимикрировать, притворяться друзьями, слезно плакать. Прямо вы удивитесь, насколько вы не патриот, Сергей. Ты удивишься, что ты вообще не патриот, когда ты послушаешь такого мимикрировавшего вчерашнего имперца, украинского патриота, и ты подумаешь: блин, какой же я не патриот по сравнению вот с этим патриотом. Ну вот как-то Да, так, Сергей. это я помню по разговору с одним блогером. Значит, такой личный вопрос. Вот тут и в чате задавали. У тебя семья, я не хочу про семью, наверное, не стоит про семью, но может среди знакомых там чеченской диаспоры, дети учатся в немецких школах, там жены работают где-то или не работают, дома сидят. Как часто вы и вашу семью или там твоих знакомых, родственников, ну, сталкивались или вас уговаривали, потому что сейчас в Украине воюют против того, чтобы назывался родитель 1, родитель 2, помнишь, да, ну, против вот этих ценностей семейных. Насколько в Германии ты сталкивался с родителем 1, с родителем 2 и твои там знакомые дети, и насколько это опасно для воспитания ну, будущих твоих наследников, так скажем. Да, Сергей, это это выдумка, это ерунда полная. Да, где-то может указывается в каких-то документах, что-то как-то может быть, я слышал, это в Великобритании вначале тогда это вводилось, может какой-то юридический термин, чтобы проще было обозначать, когда появляются в нетрадиционных семьях появляются там определенные родители. Но это не значит, что маму надо называть родителем 1 или папу родителем 1, а маму родителем 2. Нет, это все туфта. Никаких парадов, никаких навязываний каких-то там вот этих вещей, которые нам постоянно говорят, я здесь не замечал. Да, здесь есть в школе, у нас не принято чеченцев говорить на такие темы, ну какое-то вот воспитание вот такое вот на эту тему воспитания, не касается конкретно нетрадиционного воспитания. Вообще в целом все это рассказывается, да, когда ребенку исполняется там, не знаю, 13, 14, 15 лет, ему просто объясняют, что да как. Вот это, на этом, в принципе, все заканчивается. Вот это все тебе объяснение, навязывание. Наоборот, никто ни к чему не склоняет. Я не видел никаких парадов здесь. Я не видел, просто это все, оно есть везде, оно всегда во все времена было это дело. Просто в этом обществе, понимая, что такое имеется, они пытаются это как-то защитить. Потому что эти люди, ну что с ними делать? И делать их изгоями, или их расстреливать, или сажать, как в Советском Союзе. Или же просто дать им те же права и сказать: люди, у вас есть те же права. Вот именно только в этом плане. И это самое есть и в Москве, те же клубы есть. Ну, в огромном количестве это все везде есть. А то, что нам навязывают, что вот там
будет так, но мы чеченцы. Мы бережем вот свои традиции, как зеницу ока. Мы бы никогда бы не пошли бы на это, понимая, что мы просто теряемся и превращаемся, теряя вот эти свои семейные ценности, превращаемся там в каких-то других людей. Но мы бы первые бы начали бы бить в набат и говорить, что надо валить отсюда и так далее. Этого нет, это все выдумано. Но сам факт, конечно же, он имеется. И законом разрешено, ну, где-то в какой-то стране, где-то что-то разрешено больше, что-то меньше. В некоторых странах Европы разрешено употребление там разных наркотиков. Это тоже ужасно, да, можно подумать. С другой стороны, в Голландии, где разрешены, например, определенные наркотики, которые продаются в магазинах, они не наносят вреда больше, чем тот же алкоголь, который разрешен во многих странах мира и наносит колоссальный урон, начиная от травм, которые люди получают, плюс убийство своего, ну, нанесение вреда своему здоровью, употребляя вот эти. Поэтому все имеется, как и везде, Сергей, но такого острого ничего я нигде не видел. Спасибо. Я, кстати, ты сказал про Голландию, там свободные нравы, там и красные фонари и так далее. И я в Амстердаме увидел, когда с Андреем ездили тогда еще до войны, одного бомжа, там же приезжает туда отдохнуть со всего мира. И люди одно 5 евро, там 10 евро дать подачки, ну это не такие деньги, и все же дают подачки. И вот ему то ли подачки дают, то ли эти косячки подкидывают. И он, туда шли, он укуренный, назад, это самое, агит говорит, это постоянно, какую группу я не привожу, он тут уже тут местный житель, тут годами он тут живет, его угощают, его никто не трогает. Говорю, а где остальные бомжи? Остальные бомжи говорят, нету, и они работают. Всех заставляют работать. Там, если человек бомж, ему дают работу там 3 часа в день убирать, там они баки моют мусорные, там все чисто, насколько это самое. Вот, и они просто убирают улицы, а им дают этот самый муниципалитет за это дает жилье, какое-то там питание, какие-то даже деньги дают. И у них они так решают вопрос. А посмотреть, сколько бомжей и пьяных в Москве, и сколько, например, укуренных наркоманов в Амстердаме. Там они сидят в этих кофешопах, и ну, там со всего мира туда съезжаются. Но это просто реплика. Так что ничего тут страшного, это больше пугалки. А то, что говорят они, что они в Украине воюют с родителем один, чтобы их не называли родитель 1, родитель 2, родитель 3, то в Украине такого нету. Мы все знаем, что у нас ни законов таких нету, ни традиций таких нету, ну и так далее. То с кем тогда они тут воюют, тоже непонятно. Сразу говорили с нацистами. Самый настоящий бред. Да, самый настоящий бред. На что я хотел бы обратить внимание. Вот очень серьезную тему ты в начале нашей сказал, что вот первая волна пошла, да? И еще вторая волна не пошла, еще первая волна пока идет, мобилизованных. Их еще частично они уже здесь есть, частично, но только единицы, Они массово не пошли назад. А мы уже знаем, я не знаю, Слан, знаешь ты или нет, уже открытые источники, и с нашей стороны, с той стороны, что 95% раненых в этой войне, это раненые не пулевые. Не пулевые ранения, да, не от пуль, а осколочно, да, взрывчато-осколочные какие-то ранения. То есть 95%. Соответственно, первая ошибка по мобилизации, это вообще, что сделали мобилизацию, взбурили суспільство. Я об этом говорил в каждом своем стриме. Путина подставили, реально подставили. Хватило добровольцев заставлять и дальше пробовать добровольцами, которые мотивируют. Вот. А второе, что человек, которого заставили из-под палки, тут я с тобой соглашаюсь, частично в первой волне пошли больше те, которые не косили, которые сами, вот, ну, их просто подтолкнули, многие попадаются мне в чат рулетки, которые я и так пойду, только жду, ну, когда повестка, я сразу пойду. А те, которые косят, они пойдут во вторую волну, это понятно. Но самое интересное впереди, надо дождаться, когда с первой волны вернутся. То ли 200-е, то ли 300-е, а пойдет разное процентное отношение 200-х, 300-х, возможно 500-е, это дезертиры. И частично те, которые будут сдаваться в плен, я не знаю, те, которые в плен сдаются, как их называют, 400-ми, 600-ми. Вот. У них же сейчас статья идет за то, что в плен 10 лет
Да. Вот. Но у них единственный способ выжить — это, ну, сдаться в плен. Потому что, оказывается, наши тут возмущаются, очень многие возмущаются, после тех пыток, которые наши пленные там, ну, получают этого отношения. У нас пленный, согласно Женевской конвенции, не знаю, насколько это, ну, соблюдается или не соблюдается, должен иметь обслуживание как офицер Збройных сил Украины. Питание, там, одежда, раз там в неделю в душ, 2 раза в неделю позвонить домой. Но это требование Женевской конвенции к военнопленным. Насколько это, ну, соблюдается или не соблюдается, ну, вот такие требования есть. И говорят наши официальные лица, омбудсмены, что ну, мы обязаны это делать, и мы, ну, так соблюдаем. Вот. Не знаю, насколько это. Так вот, я к чему говорю. Даже те люди, которые попадают в плен к нашим, если они будут возвращаться, там будут они возвращаться или не будут, потому что уголовно ответственно. А те люди, которые вернутся 200-ми, ну это понятно, да, что 200-ми массово, 300-ми, которые раненые, вернутся, и потом начнется третья волна. И вот тогда начнутся вот те процессы, которые были в начале мобилизации, что массовые выступления. Сейчас массовых пока нету. И вот это брожение в обществе. Вот тогда начнется брожение. Мы можем с тобой вспомнить, вот ты как человек, который знаешь немножко историю, Первую мировую войну. Как Первая мировая война разрушила Российскую империю. И она рассыпалась. Вернулись с фронта, да, те, которые видели смерть, которые видели, ну, своими глазами, которые остались живы, которые вышли на костылях, там, без ноги, без руки, мы помним это все. И после того, как они пришли на гражданку, они не боялись жандармов. Они выходили 1 против 5 жандармов, потому что они воевали, они знали, они бойцы. Ну, по-разному бойцы, у одного больше опыта, другого меньше, но все они видели смерть. И вот эта толпа, когда вернется назад, Путин об этом не подумал, а это тоже разрушит систему. Потому что у нас люди привыкли и до войны выходить. У нас люди не военные, гражданские. Ты вспомни, сколько у нас было митингов и протестов и разных акций. У них этого никогда не было. Они не могут, у них нет в сознании, что можно выйти мирно и добиться чего-то мирным путем. Они будут громить, убивать, там, грабь награбленное. И они это все пройдут. И мы с тобой в наших стримах будем наблюдать и будем это еще обговаривать буквально через полгода, через год. Мы, вот зрители не дадут нам соврать, мы еще, все же в интернете сохраняется, мы будем еще это с вами обсуждать. На наших глазах это происходит. На наших глазах это происходит. Да. Единственное, что, вот тут опять я с тобой согласен, мы и прошлый стрим с тобой это обсуждали, что надо разрушить систему. А чтобы разрушить систему, вот смотри, Збройные силы Украины сейчас вышли на границы Харьковской области, с Белгородской. И принципиально не переходят границу Российской Федерации, чтобы не вызвать тот эффект, который был, например, вчера. Что мы защищаем нашу землю, и поэтому мы будем бомбить украинские города и так далее. И об этом говорил Зеленский. Мы вышли на границы, дальше, ну, политической воли нету. Это не то, что Збройные силы Украины не могут, например, зайти на 2 километра в Белгородскую область, а то, что нету политической воли. То, что делают Збройные силы на территории Украины, туда политическая воля не лезет. И это, кстати, хорошо. Я это уже обратил внимание, что Зеленский, ни Ермак туда не лезут. И, кстати, Збройные силы Украины почему имеют успехи? Потому что, наверное, мало делятся и с СБУ, и со всем, и с администрацией президента, и занимаются своей работой. И поэтому это очень хорошо, что они занимаются своей работой, ну, не советуясь ни с кем. И, ну, наверное, советуются там с американскими какими-то службами, потому что разведданные, это понятно. А я имею в виду с политиками. А вот что делать... А сейчас смотри, что интересная ситуация, что сделал Путин. Он границы Российской Федерации отодвинул на Луганскую область, Донецкую область, Херсонскую область. И сейчас уже вот эта преграда, красной линии, вроде для украинских сбройных сил вроде и не существует. Потому что, по мнению Российской Федерации, мы уже воюем на территории Российской Федерации.
Война идет в Херсонской области, которую Конечно. они присоединили, в Запорожье. Ну, Но они сами наступили опять же, на одни и те же грабли. И именно это я и хотел тебе сказать, когда ты говорил, что они вышли границы к Белгородской области и дальше не идут. Мне кажется, ну, конечно же, это должно принимать политическое руководство, такие решения. Но мне кажется, нужно идти вообще не задумываясь, спокойно заходить. Больше того, что они вам делают, они вам не сделают. Все, что это сотрясание воздуха, которое есть, поверьте, чтобы один раз не унизиться или не опуститься Путину вот, публично, как вы уже неоднократно, как ЗСУ его неоднократно опускало, и ударами еще по аэропорту в Крыму, и там много чего, там мост, это может быть выдумано, может быть реально, это наши нанесли удар. Но в любом случае, чтобы один раз не опозориться, он бы сжег бы заживо всех просто украинцев. Поэтому, что они могут, они делают, друзья. Больше они просто не могут, поверьте. И поэтому можно и в Белгород, я правозащитник, я вообще не кровожадный человек сам по себе, но я могу сказать, что Украине нужно, вот сейчас грозятся там нанести ядерный удар и так далее, и так далее. Украине просто нужно передать ядерное оружие и сказать, вот мы на время вам даем, в случае, если по вам наносят, можете отвечать. И тогда вообще бы этот разговор закрылся бы там нанесением ядерного удара и так далее. Просто отдать Украине ядерное оружие. И я бы советовал не по Крымскому мосту наносить удары, например, а по Лубянке и по Кремлю нужно наносить удар. По бункерам, где тусуется Путин, где принимаются решения. Вот только так с ними можно разговаривать. Это законные цели, эти цели разрешены международным правом, так как там принимаются решения, это военные организации, учреждения, которые принимают непосредственно решения по этой войне и по нанесению ударов по Украине. Поэтому нужно наносить удары и не стесняться. Единственное, ограничены сейчас украинцы от дальнего радиуса действиями, снарядами. Но я думаю, они тоже сейчас поступают, и все будет отлично. Нужно заходить, нужно... Смотри, я считаю, и другого выхода я не вижу в этом, я считаю, что Украина должна установить протекторат над Россией. Не как когда-то Советский Союз и Россия держала под контролем Украину, а должно сейчас произойти ровно наоборот. Для этого, конечно, очень много фактов нужно быть. И первый фактор это убрать полную коррупцию, которая есть в украинском обществе, потому что если бы украинское общество могло побороть себе коррупцию, могло бы доказать американцам и англичанам честность и порядочность в выполнении всех обязательств, которые она на себя возьмет, у Украины открылись бы просто огромные возможности. И то оружие, которое поставляется, оно бы и увеличилось бы, и доверие завоевали бы украинцы в этом плане. Потому что наступает, я так полагаю, наступает эра украинского доминирования на постславянском или постсоветском, ну постславянском возьмем, Беларусь и Россия. Украине нужно дойти до Минска, быстренько там все навести порядок. Украине нужно доходить до Москвы. Нужно брать из русского общества, а там есть настоящие друзья. Ведь в Украине ведь тоже главный штаб там русский возглавляет. Буданов, например, ГУР, тоже русский. Президент еврей. В этом проблем нет, национальности, фашизма какого-то в Украине вообще не замечать. Поэтому, а в русском обществе есть настоящие русские, которые искренне сочувствуют. Не по работе они как бы подыгрывают украинцам, а реально они болеют за Украину, понимают, что к Украине применяется несправедливость и так далее. Находить этих русских и уже через Украину управлять Россией, то есть сделать протекторат, вести настоящую историю в школах, русских школах, и настоящий парламент туда избрать, под контролем и американцев, англичан, и украинцев. Но с украинцев и нам всем вместе было бы легче все это делать. Только так я вижу в перспективе безопасность, в будущем безопасность. Не просто сейчас вы их выкинете, они уйдут сейчас. Если вы сейчас скажете Путину, мы готовы с вами разговаривать, я убежден в этом, Зеленский такой, если скажет,
то он готов будет уступить и Крым, и Донецк, ну, конечно, и Донецк, и Луганск, и все остальное тоже, уйти и сказать, все, никаких претензий, готовы восстанавливать. Не факт, что они, конечно, будут восстанавливать, не факт, вернее, факт, что они не будут выполнять свои обязательства, но они готовы убраться, чтобы вы не пошли к ним дальше до Москвы. Вот чего боится Путин. Что вот сейчас, вот вы сейчас побеждаете, ломается их вот эта система, мобилизованные бегут и так далее. И ваша армия просто спокойно доезжает там до Москвы. Вот это самое страшное, сон, которого сейчас они к чему готовятся и чего они боятся. Поэтому для того, чтобы мы не просто победили в этой войне, победа она уже осязаема и все такое, а так, чтобы были гарантии на будущее, на поколение, на 2, на 3 поколения, что больше из имперского духа в России, как когда-то вот этого нацистского духа, российского духа в Германии, больше, чтобы он у них не появился. А для этого нужны годы, нужно вырастить новое поколение. Это очень большой, сложный процесс. И никому это в мире не нужно, ни американцам, ни англичанам. Они готовы с ними договариваться. Это нужно только вам и нам. Потому что они к нам опять вернутся, Сергей. Вот что я хотел бы сказать. Вот в этом направлении нужно думать. Хотел бы тебя просто поддержать, потому что тут, пока ты говорил, некоторые в чате возмущены. Например, Марина пишет: не хочу, щоб наші воїни рятували Рашку і Білорусь ціною власного життя. Так, потім пишуть: не думаю, щоб ЗСУ йшли до Москви. Навіщо нам Москва і Білорусь? Объясняю, да, то, что сказал Аслан. Я, например, вот тут согласен с многими нашими украинцами, которые говорят, мы не должны передавать нашим детям и нашим внукам то, что должны сделать мы. Потому что если это не сделаем мы, это опять придет война и придется делать нашим детям и нашим внукам. И мне хорошо, тут один человек еще до полномасштабной войны на Майдане мы встретились, говорит, я на все Майданы ходил, и я говорю, почему ходил? Мне уже 60 лет, потому что я не хотел, чтобы это делали мои внуки. Я хочу, чтобы мои внуки жили в нормальной стране. Я уже буду ходить на эти Майданы, на эти протесты, за эту страну, за эту власть, за новую и так далее, чтобы это не делали наши внуки. Да. И тут со Сланом я тоже могу согласиться, что если Збройные силы Украины дойдут до границы, и это мое мнение, которое я не поменял, если наши боятся психологического барьера перейти границу с Российской Федерацией, никто нам не мешает, чтобы границу с Российской Федерацией перешел батальон, а потом полк, а потом армия «Свободная Россия». И эта армия «Свободная Россия», а нас там нету. А нас там нету. Там воюет армия «Свободная Россия». Да, там это ваши внутрироссийские, нас уже россиянцы этому научили. Вот посмотрите выступление Лаврова, где он говорит, чтобы урегулировать внутриукраинский конфликт, давайте где-то договариваться. Вот, мы потом будем договариваться, как урегулировать внутрироссийский конфликт. Потому что их кланы начнут там, их армия, их какая-то революция и так далее. А нас там нету, мы будем только подруливать ситуацией. Да, а вообще нас там нет. Купили форму, пошли... Да, они купили в военторге форму, там где-то отвоевали, в бою добыли автоматы, хаймерсы и так далее. И когда это все посыпется, оно посыпется. И Аслан прав абсолютно, пока не будет Минск нам нейтральной страной, то есть страна Беларусь, мы не претендуем на Республику Беларусь, это я к белорусам обращаюсь. Мы хотим, чтобы у нас была свободная, независимая страна на севере от нас, от которой нету, которая была в Евросоюзе, как страны Балтии. Представляла угрозу для Украины. Да, которая была вот в едином пространстве Евросоюза. И мы этого хотим. Нам не надо ваши земли, белорусы, да. И это однозначно. Но нам надо, чтобы со стороны Беларуси, как сейчас вот идет угроза для нашей страны, нам это не нужно. Нам надо... Нас россиянцы многому научили. Нам надо пояс безопасности, нам надо вот эти Курская, Брянская, вот эти все Воронежские республики. Это все должны быть независимые республики, под протекторатом, правильно Аслан сказал, ну и так далее, дружественные страны. И
И только так. А дойти до Москвы, когда это все посыпется, туда дойдет русская освободительная армия. Ну, сейчас плохое, это самая ассоциация с русской освободительной. Сейчас называется Свободная Россия. Вот и все. Туда дойдет Свободная Россия, поднимет, знаешь, какой же у них флаг уже, да, бело-сине-белый флаг у них. Они красный цвет поменяли на белый. Бело-синий-белый флаг они поднимут, объявят они демократическую свою страну и скажут, те республики, которые выходят из этого фашистского режима, те будут, наверное, как-то снижаться санкции или сниматься с них санкции для того, чтобы стимулировать рост этих республик, правильно? Ну, такое будущее, наверное, будет. И это мы с вами будем наблюдать и обсуждать в прямых эфирах вместе с Асланом. Дай Бог. Дай Бог. Спасибо, Аслан, за твою точку зрения. Спасибо, что прийшов на ефір. Друзі, ще раз нагадую, у нас був канал Реаліті, посилання в чаті я скинув. Зайдіть, будь ласка, хто нас дивиться зараз, поставте вподобайку. Хто буде дивитися нас в запису, зайдіть після запису і теж на канал Аслана поставте вподобайку. Дуже дякую. Бережіть себе. Да, все цікаве ще попереду. Все, спасибо, Аслан, до свидания. Спасибо, до свидания, всего самого хорошего, до новых встреч.